Титаны ингушской сборной к предстоящим Кавказским играм готовятся в полсилы. Так надо. Базовые упражнения, к примеру, армрестлеров, сосредоточены на минимальную затрату энергии. Состязания начнутся совсем скоро. Надо себя поберечь. Для того, чтобы побороть соперника на руках, необходима быстрая реакция, мертвая хватка и, конечно, развитая кисть. Делятся армрестлеры. Подготовка у нас идет, у нас же тяжелая атлетика, и мы подготавливаем спортсмена вплоть до кистей, пальц, бицепс, трицепс. Все группы мышц нам приходится отдельно тренировать их. У нас есть такие упражнения. Ребята борются и на крюк, и наверх. Кто борется крюк, у них больше идет на бицепс, на кисти, на пальцы. Кто борется верхом, у него идет там пронатор, трапеции. И приходится индивидуально подготавливать спортсмена, потому что они борются по-разному. Тренировочный лагерь ингушской сборной расположен на базе отдыха «Мужичи», где уже месяц около 60 спортсменов оттачивают свои технические навыки. С физическими данными у ребят все в порядке. Тренируются по 2 раза в день, утром и вечером, поддерживая необходимый рацион питания. Тренировки, сборы у нас все на высшем уровне было. И питание было хорошее, и тренировки были, выкладывались на все 100%. Готовы. Самое популярное здесь упражнение – жим лежа, с помощью которого можно улучшить не только силовые показатели, но и выносливость. Серия из медленных и правильных подходов даст результат в 3 раза больше, чем быстрые, кое-как сделанные повторы, уверены спортсмены. Ничего сложного. В принципе, это не сложно. Главное немножко старания. Главное техника. А это не менее популярное состязание перетягивания каната. Команда в этой дисциплине состоит из 9 спортсменов, среди которых есть призеры и победители чемпионатов мира по борьбе на поясах. Мы работаем со штангой и работаем с канатом. На канате что мы там работаем? Мы старт отрабатываем, шаг отрабатываем и захват, замок, как правильно канат брать. Потом как и вытягивать правильно канат, как шагать правильно в команде, как синхронно это все делать. Бог-бог, а базовая часть – это приседание со штангой, вес жим лежа, становая тяга. Это бог-бог в течение почти месяца. В прошлом году сборная Ингушетии заняла 5-е командное место на фестивале культуры и спорта, который проходил в Грозном. Тогда, помимо сборных из СКФО, участие в мероприятии приняли команды из Крыма и Севастополя. Более 300 атлетов соревновались в 9 видах спорта. В дисциплине перетягивания каната ингушские атлеты стали бронзовыми призерами. Прошлогодние игры, честно сказать, для нас были неожиданностью. Почему, знаешь, мы в прошлом году даже не готовились. И из-за того, что тут на базе реконструкция была, вот видите, новый корпус построили, спортзал отремонтировали. В принципе, без подготовка так была-то, и нельзя сказать, что вообще подготовки не было. Так выступили достойно. Только 3-й делар, холомет, керуах, всегда. Садел этим. Антошер делал. Состязаться спортсмены будут в 10 дисциплинах. Помимо вышесказанных будет стрельба из лука, соревнования силачей-гиревиков, игра в мини-футбол, борьба на поясах, уличный футбол и другие. Рашид Манкиев готовится к индивидуальному забегу на 800 метров в первый день Кавказских игр, а во второй принять участие в эстафете. Для легкоатлета именно важно не только выносливость, но и на его упругие свойства стопы, жесткость каких-то определенных суставов, мышц, связок, жесткость коленного сустава, тазобедренного и так далее. Самое главное в этом виде спорта – быть всесторонне развитым в плане ловкости, скорости, выносливости, силы, взрывной силы, так же, как и в других скоростно-силовых видах спорта. История фестиваля берет свое начало в 2009-м, когда первый олимпийский чемпион среди ингушей Исраил Арсамаков инициировал и организовал ингушские игры. Позже мероприятие получило статус международного и носило название «Кавказские игры». И только затем фестиваль культуры и спорта народов Кавказа. Так или иначе, эти соревнования способствуют развитию дружеских отношений среди народов. Адам Мережков, Магомед Дидигов. Новости 24.